Здравствуйте! Вы смотрите новости Осетии, в студии Эля Сухобалова, и коротко о главном к этому часу. 63 дворовые территории благоустроят в Владикавказе до конца года. О чем еще шла речь на встрече Сергея Миняйла с депутатами собрания представителей Владикавказа, расскажем через минуту. В нашей машине есть все условия для пациентов. Проверить здоровье и получить рекомендации врача теперь стало проще. В Северной Осетии работает поликлиника на колесах. Полный аншлаг собрал оркестр народных инструментов имени Булата Газданова на сцене Осетинского театра. Этим концертом музыканты завершили сезон. По федеральному проекту формирования комфортной городской среды в городе до конца года благоустроят 63 дворовые территории. Об этом шла речь на встрече Сергея Миняйла с депутатами собрания представителей Владикавказа. Благоустраивать общественные зоны и дворы будут по нацпроекту «Жилье и городская среда». На объектах заменят лавочки, внутридомовое освещение и асфальт. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно выделили 84 миллиона рублей. Еще порядка 6 миллионов рублей направила администрация Владикавказа. Работы должны начать в августе. Сергей Миняйла напомнил, за благоустройство территорий проголосовали жители, а значит, нужно продолжать работу в этом направлении. Основная задача проекта – дать новый импульс развитию муниципалитетов, активно вовлекать граждан в решение вопросов по благоустройству. В регионе сформировали общественный совет партийного проекта от «Единой России», принимают заявки от жителей, проводят обсуждения, презентации эскизов, дизайн проектов. Совместно с МС Владикавказа контролируют сроки, ход и качество работ. Сегодня же Сергей Миняйла проверил ход строительства новой телебашни. Монтировать ее начали в мае. Все работы планируют завершить летом следующего года. Это позволит доставлять сигнал в самые отдаленные села Северной Осетии. Весить вышка будет почти 1400 тонн. Тяжелее только Останкинская башня. Новый объект заменит существующий. Построят также целый комплекс зданий. Он обеспечит полный технологический цикл телерадиовещания. На сегодняшний день 2 яруса закончены. Там есть еще порядка 3 ярусов оборудования, которое уже прибыло, которое сложно, которое готово для монтажа. Ну вот буквально сейчас геодезисты проверят вот эти окончательные стандарты. Если они соответствуют, мы надеемся, что они соответствуют уже, то начнется дальнейшее строительство. В таком режиме мы надеемся, что в следующем году примерно в это время увидим законченное строительство. А еще Сергей Миняйла обсудил модернизацию уличного освещения с собственником компании «Реста». Компания внедряет энергоэффективное и экологически безопасное освещение в России. Предлагает использовать LED-осветители с дистанционным управлением вместо привычных газозарядных ламп. Сможет предоставить само осветительное оборудование и собственные разработки систем управления «Умный свет», адаптированные к российским условиям. Сергей Миняйла подчеркнул, использование современных технологий в городском уличном освещении может стать перспективным решением с точки зрения стоимости и качества предоставляемой услуги. Глава республики поручил министру промышленности и инвестиций Владимиру Марзоеву изучить вопрос. Семен Бурукин, в свою очередь, заверил, компания подготовит предложение по реализации энергосервисной модели с привлечением инвесторов. Экономика, спорт, агропромышленный комплекс. Председатель правительства республики Борис Джанаев провел заседание Кабинета министров. По госпрограмме развития физической культуры и спорта и федеральному проекту «Спорт. Норма жизни» правобережному району передали оборудование для спортплощадок стоимостью больше 3 миллионов рублей. Здание на территории нашей республики современных спортивных объектов. Это спортивные площадки, спортивные комплексы, оснащение их хорошим современным оборудованием. Сегодня эта работа должна быть у нас в приоритете. Так что прошу и Министерство спорта нашей республики в дальнейшем активно работать, участвовать во всех национальных проектах, во всех федеральных программах, чтобы эта работа динамично развивалась. Обсудили меры поддержки агропромышленного комплекса. Фермерам расширили условия предоставления грантов на развитие материально-технической базы.
Поддержка агропромышленного сектора на территории нашей республики – это приоритетная наша задача. Сегодня очень много механизмов поддержки федерального уровня, также много механизмов поддержки нашего регионального уровня, поэтому максимально разъяснительная работа должна быть с бизнесом. Все наши аграрии должны понимать, какие все формы поддержки у них есть. А это залог качественной продукции на продовольственных полках наших магазинов. Больше 500 тысяч человек смогут принять участие в предстоящих выборах депутатов парламента Северной Осетии 7-го созыва и в органы местного самоуправления. В республике полным ходом идет подготовка. Политические партии уже выдвинули списки кандидатов, а Центр избирком проверяет кандидатов на соблюдение требований федерального законодательства. Подробности в материале Даны Малышевой. По количеству кандидатов установила «Справедливая Россия. Патриоты за правду». 100 человек из 105 возможных. 3 партии объединились в прошлом году. В предвыборной гонке впервые участвуют в таком формате. Пока есть время, проверяют документы кандидатов. Подпишут заявление о согласии баллотироваться от нашей партии. Еще раз проверят данные. Я думаю, еще дня 2 нашей работы, и мы планируем уже в пятницу подать документы в ЦИК на рассмотрение. А партия «Дело» первая выдвинула список кандидатов в депутаты парламента Северной Осетии 7-го созыва. Центральная избирательная комиссия уже заверила 69 претендентов. Теперь, чтобы подтвердить поддержку электората, собирают подписи. Срок до 27 июля. У нас 8 столов сборщиков, и на каждом столе у нас происходит видеозапись. То есть мы сделали все для того, чтобы у специалистов, которые будут определять достоверность подписи, не было никаких сомнений в том, что именно данный гражданин оставил свою подпись. Около 3000 подписей в поддержку политической партии «Партия «Дело» для участия в выборах парламента Республики Северная Осетия Алания. Утвердила и заверила список кандидатов в депутаты парламента республики и североосетинское отделение ЛДПР. Либерал-демократы активно готовятся к сентябрьским выборам. Работа идет с юристами, разрабатывается единый стандарт для наших наблюдателей. Стандарт для чего? В случае выявления определенных нарушений, в случае выявления определенных неправомерных действий со стороны членов участковой избирательных комиссий, чтобы, не теряя времени, быстро это оформить, подать свою жалобу в соответствующие органы. Для этого сейчас работает группа юристов вместе, консультируясь с московскими нашими коллегами. Ну и параллельно ведется подготовка наших наблюдателей, которых тоже немало. Среди кандидатов люди самых разных профессий: ученые, преподаватели, строители. На тружеников, людей рабочих профессий нацелена и партия «Родина». Здесь кандидаты разных возрастов и специальностей. В ближайшие дни предстоит заверить документы в ЦИК и доработать календарно-тематический план. Связанным, естественно, с действующим законодательством, которое будет предполагать наши действия до дня выборов. То есть будем предусматривать и вопросы, связанные с подготовкой агитационных материалов, вопросы, связанные с правовым регламентированием нашей деятельности, когда, что мы должны представлять еще. Организационной работой занимается и «Единая Россия». Презентацию предвыборной программы запланировали на середину августа, но реализацию обсуждают уже сейчас. Программа будет опираться на инициативы и предложения жителей республики. Список кандидатов утвердили и сегодня представили пакет документов для заверения в ЦИК. Запланированный семинар для сотрудников наших местных отделений и сотрудников регионального исполкома, где мы обсуждаем основные направления, новеллы, которые появились у нас в законодательстве, то есть работу наблюдателей, то есть сейчас мы будем обсуждать, как мы будем подбирать наблюдателей на избирательном участке, кто эти люди могут быть, кто не могут, какие ограничения есть. То есть определим график обучения наших наблюдателей, проработаем все вопросы. Подала в ЦИК документы о выдвижении кандидатов и Североосетинское республиканское отделение политической партии КПРФ. Ожидается процедура заверения, а пока все внимание внутрипартийной работе, активной подготовке к единому дню голосования.
Потом через пару дней ЦИК соберется на свое заседание и объявит или о регистрации, или о нерегистрации. Но да, я думаю, что в отношении нашей партии все будет нормально, потому что документы в полном объеме нами подготовлены, то есть очень скрупулезно все это делалось, готовилось. Предвыборная гонка только набирает скорость, но уже есть те, кто сошел с дистанции. Коммунистическая партия «Коммунисты России» не смогла заверить списки из-за несоблюдения требований федерального законодательства. Депутировали в нынешней избирательной кампании Северной Осетии новые люди. У партии нет регионального отделения, поэтому список кандидатов определяли в Москве. Партия уже выдвинула свой список. Выдвинула она его Центральным советом партии. Значит, мы его подали в Центральную избирательную комиссию. Наш список сформирован. Теперь идет активная работа по сбору и проверке документации на каждого кандидата, которую мы планируем в ближайшие дни передать в Центральную избирательную комиссию для того, чтобы мы могли зарегистрировать наш партийный список. Как только Центральная избирательная комиссия заверит все списки, стартует их регистрация. До 5 августа сформируют окончательный список тех партий, за которые 10 и 11 сентября смогут проголосовать избиратели. Наши избиратели его оценили как удобный, но в любом случае всегда лучше иметь право выбора. И в этой части тоже. Двухдневное голосование, конечно, сложнее с точки зрения подготовки и работы участковых избирательных комиссий, но однозначно удобно для избирателей. Почти 516 тысяч избирателей смогут проголосовать на предстоящих выборах в Северной Осетии. На один депутатский мандат претендует 8 человек, а это значит, в главном политическом состязании этой осени ожидается высокая конкуренция. Дана Малышева, Алана Бзыкова, Новости Осетии. Проконсультироваться, сдать анализы, пройти обследование бесплатно и не выезжая из села. У жителей республики есть такая возможность. Современный передвижной медицинский комплекс сейчас в Алагирском районе. За 2 недели специалисты приняли несколько сотен человек. И это только в Зуарикау. О преимуществах поликлиники на колесах расскажет моя коллега Лидия Цахилова. В этой приемной многолюдно всегда. Пациенты ждут своей очереди к врачу. Жители селения Дзуарикау в передвижной медкомплекс приходят с утра. Неврологу какие жалобы? Что вас беспокоит? Очень удобно, говорят Казантимир и Зинаида Хадарцевы. Не нужно ехать в Алагир к врачу. Качественную медпомощь можно получить, не выезжая из села. Бессонница беспокоит. И аппетита что-то такого у меня нет. Вот, уважаемый доктор, вы пришли мы посоветоваться. Надо народ обследовать, кто-то своей болезни, может быть, заметит вовремя. Здесь можно пройти плановый медосмотр и сдать анализы бесплатно. Комплекс оснащен современным оборудованием. Есть 5 кабинетов, где принимают узкие специалисты. В основном обращаются пациенты среднего и пожилого возраста. В день около 40 человек. В нашей машине есть все условия для пациентов, которые проживают в таких вот маленьких селах. То есть у нас дают анализы, все необходимые анализы. Анализ мочи, биохимия, крови. Также делают у нас кардиограммы. Смотрят УЗИ почек, УЗИ брюшной полости, щитовидки. Дальше у нас смотрят БЦА. У нас есть уролог, гинеколог, невролог, терапевт. В принципе, все необходимые врачи, которые на сегодняшний день нужны, они у нас все есть. Поликлиника на колесах появилась в Осетии в начале лета. Руководство республики переняло положительный опыт Новгородской области. Вместе с Минздравом разработали маршрутизацию. Передвижной комплекс уже был в Михайловском и Майрамадаге. Специалистов, которых мы набирали здесь, они имеют где-то и высшей категории, кто-то из них, в общем-то, врачи в первой там категории. То есть мы постарались набрать именно самых грамотных специалистов, которых нашли в республике. Мы отправили специалистов из Великого Новгорода, потому что для того, чтобы и подучить наших людей, и, в принципе, наладить всю работу, мы были вынуждены все-таки тот опыт, который там заимели, мы его перенесли сюда, и с этим опытом мы уже поработали здесь. Мы, конечно, вот смотря на как производится это обслуживание, мы на себе на заметку берем тоже некоторые факты и будем в дальнейшем, думаю, использовать. Не всегда нам удается и населению, или мы по каким-то причинам не всегда можем оказать вовремя то внимание, которое бы мы хотели оказать. И в связи с тем, что не совсем укомплектованы бываем вот такими выездными бригадами в таком объеме, как происходит тут в данном комплексе.
В Дзуарикау передвижной комплекс пробыл 2 недели. За это время медицинскую помощь получили больше 400 человек. Сейчас специалисты находятся в соседнем Суадаге. Следующий населенный пункт – Црау. Лидия Цахилова, Владимир Кокоев. Новости Осетии. Заключительный концерт в сезоне и традиционный аншлаг. Национальный оркестр народных инструментов имени Булата Газданова выступил на сцене Осетинского театра. Прозвучали известные композиции наших классиков. За игрой музыкантов внимательно наблюдал и сам маэстро Булат Гапоевич. Моя коллега Фатима Дзадзоева продолжит. За кулисами последние приготовления. Музыканты настраиваются на нужный ритм. Все должно быть идеально. И, конечно же, напутствия маэстро, которые придают сил. Родной для всех Булат Гапоевич всегда рядом. Он по праву гордится каждым оркестрантом. Оркестр – это единственный коллектив на Северном Кавказе. Поэтому нам приходится играть музыку народов Кавказа. Потому что там нигде нет таких коллективов. И приходится брать, нот нет даже, нот, расшифровывать и потом делать. Клавир сделал, потом делаешь оркестровку. Замечаний все это во время репетиции происходит. А уже во время концерта замечаний не пойдут. Потому что люди начинают волноваться. Но волнение перед выступлением бывает всегда. Дирижер Тенгиз Кумаритов признается, оно даже полезно, спасает музыку от будничного исполнения. Выступление – это всегда нервы. У любого из оркестрантов, из 30 человек, каждый это переживает по-своему, но нервничают все. Естественно, это все отработано давным-давно. Для этого у нас есть репетиции каждодневные. А именно до оркестра, до концерта, за закрытыми кулисами мы просто пытаемся собрать оркестр. Это эмоционально. Перед первым номером всегда, чтобы не было нервов лишних. Нервы были направлены в нужное русло. 1,5 часа живой музыки, произведения осетинских композиторов-классиков. Среди них давно полюбившиеся слушателю и те, которые редко звучали в последнее время. Мы все-таки с каждым концертом стараемся менять, обновлять репертуар, учить новые произведения. Если не оркестр, то как минимум солисты учат новые произведения. И выносим их на суд. На сцене 7 солистов, 6 исполнителей вокальных партий и 1 гармонист. Почти все партитуры написал сам Булат Газданов. Концертом в Осетинском театре Национальный оркестр народных инструментов завершает сезон. Позади выступления в музыкальных школах и домах культуры республики и гастроли в Санкт-Петербурге. Вечер национальной музыки собрал полный зал. Зритель в восторге. На концерте Газданова я бываю с самого детства. Вообще я сама лично его тоже знаю, он знает меня с самого детства. Я очень люблю этот оркестр и музыку их. Я выросла на их музыке, можно так сказать. Ну а музыканты должны перевести дух, набраться творческих сил и порадовать своих слушателей уже в новом сезоне. Фатима Дзадзоева, Давид Битиев. Новости Осетии. Вы смотрели новости Осетии. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.